Новое приобретение благодаря программе «Модульная баня». Причем кроме классической русской парилки здесь и хамам, и сауна. Париться так париться. Одновременно она может обслуживать до 30 человек. Но вуктыльцы не намерены на этом останавливаться. На 2020 год из бюджета Республики Коми будет выделено более 120 миллионов рублей. Это очень большая, приличная сумма, поэтому и мы-то тоже с вами, вуктыльцы, заявились не на 7, не на 11 проектов. У нас заявлено аж 42 проекта. Чтобы возвести храм чистоты, республика вложила ни много ни мало 500 000 рублей. Еще 80 тысяч администрация Вуктыла. Остальные средства привлек местный коммерсант Вячеслав Муравьев, который и выступил с инициативой строительства. Заработает народная банька уже с этих выходных. Как вот раньше классические были мужские и женские дни. То есть субботу это женский день сделаем, воскресенье это мужской. Пробное расписание. Дальше, если что-то, возможно, будет людям необходимо, так скажем, вот еще в течение недели добавлять эти дни, мы не вопрос, как бы добавим. Интересно, что недостаток бань – проблема не такая уж и редкая. К примеру, в Визинге, райцентре Сысольского района, летом баня закрывалась на целый месяц, на ремонт. Здание 60-х годов постройки и постоянно нуждается в починке, а это серьезная нагрузка на владельца-предпринимателя. Есть проблемы. Здание старый, ремонт требует, который у нас деньги есть, только нету. Ну, находим где-то, что-то кредит беру, что-то делаю, потихоньку ремонтирую. Администрация пока, что-то у них самому трудно, не возмещает ничего. Сколько еще протянет эта баня, никто сказать не решится, так что, может, и визингцам стоит поближе присмотреться к возможностям народного бюджета. Евгений Стокас, Илья Пузанов, Александра Родионова, телеканал «Юрган».